Бактыгүл Бокоеваны мен көптөн бери жакшы тааныйм. Чыгармачылык байланыштамын. Мен белгилей кетүүчү нерсе Бактыгүл Бокоева профессионал ырчылардын бири да. Мен урматтаган, мен сыйлаган профессионал ырчы деп эсептеймин. Өзгөчөлүгү башка ырчылардан бири өзгөчөлүгү мен баамдап кетким келет. Элдик ырлардан опералык айраларга чейинки репертуары бай ырчылардын бири. Бактыгүл Бокоева ушу учурду пайдаланып айта кетер элем, чыгармачылыкта көп изденип, жаңы эле мына чыгармачылыктын баша жолунда келатат. Дагы ырдай элек ырлары көп болуш керек деп ойлойм мен. Демек, Кудай берген талантты бапестеп багып, элин көп жаңы чыгармалар менен, жаңы профессионалдык чыгармалар менен, профессионал деңгээлде ырдаган Бактыгүл Бокоева дайыма өзүнүн эли журтун кубандырган, сыймыктанган ырчылардын бири болоруна мен көзүм жетет. Тилегим ак. Бактыгүл Бокоева, чыгармачылык арымыңыз ары берсин. Бакталайлуу болуңуз. Меске тилегим ак. Рахмат. Жали нас. Сегодня 10-летний юбилей нашей ведущей солистки оперы, непревзойденная сопрано, исполнительница заглавных партий, таких как Чо-сан в опере Пучини Чо-сан, Иоланта, это наша Айчурек, это наша Каныки, это наша дорогая Бактыгүл Бокоева. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү кечте кооздоп, бүгүнкү кечке шаң кошкон Бактыгүл Бокоеванын чыгармачылыгынын 10 жылдыгы мынакей болуп, сиздерге бардыгыңыздарга эжебиздин талантын дагы бир жолу тартуулаганы турабыз. Жолдошбек, вот недавно, как неделю тому назад, мы отмечали 70-летний юбилей нашей гордости, нашей оперы, национальной классической оперы «Айчурек». И Бактыгүль является, ведь я говорила о том, что исполнительница партии «Айчурек». И если в этой большой линии, исторической линии развития оперного искусства, а опере как искусству более 400 лет, а нашему театру всего лишь 70, а нашей дорогой Бактыгүль 10 лет. И это наша надежда, что в 21 веке наш театр сотворит еще много новых эпических героев, о которых узнает весь мир. Албетте, Бактыгүл эженин таланты, үнүнүн кооздугу, диапазонунун кеңдиги ар дайым өзүнүн көрүүчүлөрүн, угуучуларын таң калтырып келет. И как говорят, что мир сохраняется через свои традиции. У нас в театре есть традиция. Такие творческие вечера открывать увертюрой. И увертюрой к сегодняшнему вечеру будет произведение великого итальянского композитора, классика Джоакино Россини «Севильский цирюльник». Исполнять эту увертюру будет наш симфонический оркестр Национального театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева. А за дирижерским пультом народный артист Кыргызской республики, профессор Национальной консерватории Бактыбек Телегенов. Встречайте. Бактыгүл Бокоева, жана Бакыт Телегенов. Бактыгүль выйдет следующим.
В 1999 году Бахтыгуль Бакоева, закончив консерваторию, впервые переступила порог нашего театра. В то время главным дирижером и художественным руководителем был наш великий композитор, пусть незабвенна будет его память, Калы Молдобасанов. Услышав ее голос, он тут же отправил молодую певицу в составе концертной группы на Кипр, где по тем временам один раз в 3 года проводился международный фестиваль оперного искусства тюркоязычных народов. И я сама была свидетелем ее дебюта в стенах, вернее, это были развалины, красивые развалины замка еще с тех древнегреческих времен, выстроенные теми
римскими патрициями. И я была свидетелем ее успеха, когда ее не отпускали со сцены, а услышав столь прекрасный голос, бархатный по тембру сопрано, студия BBC сразу же пригласили ее на запись. Итак, встречайте нашу Бактыгуль Бокоеву. Калый Молдобасанов, Кыздын ыры. В следующем году мировая общественность будет отмечать 325 лет со дня рождения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Вообще человеческая духовность, конечно же, связана с такими именами, как
Будда, Лао Цзы, Конфуций, древнегреческие философы, наши монашки. И, конечно же, самое наивысшее музыкальное проявление становления человеческой духовности – это воплощение в арии из Магнификата Иоганна Себастьяна Баха. Душа славит Господа. Итак, Бакуль Бакуль. В чем наше предназначение, предназначение музыкантов и певцов в современное время? Пожалуйста. В чем наша задача? Казалось бы, во времена рыночной экономики, есть ли народу до нашего театра дело? Есть ли наши певцы? Для кого мы работаем? Для кого свою жизнь вкладываем, свою душу? И вот многие задаются у нас в театре этим вопросом. И один из наших кыргызских великих режиссеров сказал: ты знаешь, Набира, в Европе есть монастыри, где монахи отмаливают грехи своего народа. У нас в Азии монастырей нет. У нас в Азии есть театры, в которых живет великая трагедия. От того, как мы будем ее развивать, по оптимистическим законам
или пессимистическим. От этого и зависит, как будет жить дальше наш народ. А поэтому, когда есть такой голос, как Бактыгуль, которым обладает Бактыгуль Бокоева, который вскормлен горным воздухом, чистым воздухом наших алайских вершин, то, конечно, есть кому отмаливать за нас наши грехи. Вот следующее произведение, ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», как раз-таки это и есть плач, женский плач от безысходности того, что мало того, что на нас атмосферное давление на всех давит, с каким давлением высоким, помимо этого какие-то мистические события в жизни происходят, то, что говорят от черта. Вот ее героиня полюбила Альваро, красивого рыцаря, но оказалось, что он по крови не испанец, а он простой перуанец, то есть не подошел по крови. И отец против их брака. И однажды, застав Альваро в покоях своей дочери Леоноры, он вступает в поединок, и совершенно случайно оброненный пистолет выстреливает, и отец Леоноры погибает. Узнав об этом, ее брат Дон Карлос ищет его везде, чтобы свести с ним счеты. Но так получилось, что разбойники, нападая на отряд Дон Карлоса, пытаются убить его, и тут, будучи уже солдатом, Альваро спасает жизнь брата Леоноры. Но узнав об этом, брат не останавливается, он решает покончить с этим ненавистным ему возлюбленным своей сестры. Что делать Леоноре? Ее сердце, ее любовь принадлежит Альваро, но он волею судьбы является убийцем ее отца. Волею судьбы так получается, что он убивает и брата Дон Карлоса, который опять вступает с ним в поединок. И в итоге он сам кончает жизнь самоубийством. И надо сказать, что эта опера была заказана именно Санкт-Петербургским театром, Мариинским театром. Вот. Но после некоторых переделок Джузеппе Верди поставил это лет через 10 уже в Милане, на сцене Ла Скала. А сейчас у нас в республике это не каждой певице удается этот глубокий психологизм передать. Для этого надо иметь 7 жил, что говорят. Вот. Но я думаю, то, что именно наша генетика, то, что она горянка, алайская горянка, наследница традиции великой Курманджан Датки, она крепка всегда и на сцене. И поэтому я тебе сейчас, Бактыгуль, желаю в твоей премьере, она впервые исполняет эту арию Паче, чтобы пусть эти все темные силы, которые мистически нависают над нашей кыргызской землей, пусть они развеются. Итак, Бактыгуль Бокоева в арии Леоноры из оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы».
Конечно, получить такую академию – это педагоги, которые волнуются и сидят сейчас в зале. Я хотела бы, чтобы вы поприветствовали их. Первый педагог Бактыгуль Бокоева, когда она поступила в студию, оперную студию при нашем театре, народная артистка Кыргызской республики Эсен Молдокулова. Далее, воспитав ее 2 года, она передала ее в руки профессора Национальной консерватории Сарыгуловой Зины Амановны. И, конечно же, в зале очень переживает ее супруг, ее тылы, ее семья. Это Акыл и сыночек Адыл. И для вас, дорогие друзья, Кьяра испанское болеро. Цивили спустилась, благоухают цветы. Я всей душой истомилась, о
Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutte mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutte mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nelle stesse d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca l'hanno appelli. Stretti, stretti, nelle stesse d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca l'hanno Сейчас наш оркестр продолжит испанскую тему. Надо сказать, что со времен основания театра, а наш театр создавался благодаря деятелям культуры Российской Федерации. И надо сказать, что наш театр интернациональный. Здесь работают представители всех национальностей, которые проживают в Кыргызстане. Основатели театра, такие дирижеры, как Целиковский, как режиссер Шахрай. И, конечно же, наши незабвенные аксакалы Сайра Кизбаева, Кадырбек Чудронович Чудронов, Кышто Убаев, Сыдыков, один из первых директоров нашего театра. И музыка, русская классическая музыка никогда не сходит со сцены нашего оперного театра. И сегодня для вас наш симфонический оркестр подготовили испанский танец из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Дирижер Бахтыбек Телегенов. Концертмейстер, первая скрипка нашего оркестра.